Поистине революционную разработку представили на суд научного сообщества исследователей из Северной Осетии. Они создали порошок, который позволяет использовать топливо по несколько раз, превращая продукты сгорания обратно в горючее. Ученые Республиканского центра физика и технологии наноструктур разработали особый катализатор на основе нанопорошка. Речь идет о метаноле. Это вид спирта, который используется в качестве горючего для болидов Формулы-1. Технология получения вещества держится в строжайшем секрете. Порошок можно использовать не только в автомобильной, но и химической и фармацевтической промышленности. Метанол – это очень эффективное топливо. И результатом сгорания этого топлива является вода и углекислый газ. Так вот, этот катализатор позволяет делать обратный процесс – преобразовывать углекислый газ и воду в метанол. То есть мы получаем некий замкнутый цикл, который позволяет нам экономить топливо до 40–50%. С помощью атомного силового микроскопа можно отследить рождение нового продукта. Новое сырье выращивается с помощью уникального оборудования, так называемого реактора роста. Своеобразная альтернатива нефти и бензину уже запатентована. Качество сырья довольно высокое. Сейчас его необходимо внедрять. Благодаря огромному интересу, проявляемому со стороны молодежи, у нас тут и определенный интеллектуальный потенциал накапливается. Соответственно, вот этот интерес международный к данной тематике исследований, он у нас расширяется. Ребята пишут статьи, которые публикуются в ведущих журналах мировых, не только российских. Вот. Уже прошла первая защита кандидатской диссертации, написанная на данную тематику. Современный центр нанотехнологий появился благодаря руководству Северо-Осетинского госуниверситета. Лаборатория оборудована всей необходимой техникой. Именно это может привлечь молодежь к физике и естественным наукам. Уже сейчас в лаборатории работает 11 штатных сотрудников. Сейчас ученые центра проводят новые испытания разработанного катализатора, надеясь повысить его физические качества. Уже сейчас данное вещество превращает в метанол до 50% отходов. Новинка может стать сенсацией в сфере экономики, позволив значительно сократить расход горючего. Министерство образования и науки Северной Осетии выделило грант на дальнейшие испытания разработанного сырья, частично профинансировав исследовательские работы. Центр также сотрудничает с научными лабораториями Японии, Германии и США. Однако для массового производства порошка необходимы многомиллионные вливания. Сейчас Центр физика и технологий наноструктур занимается поиском инвесторов. Рая Дзантьева, Олег Рамонов, Осетия ТВ.